Уважаемая Эльвира Абылхасимовна, уважаемые члены комиссии. Прошлые свои выступления я начинал с лирического вступления, да, но сегодня у меня будет историческое. В Казахской ССР первую конституцию приняли в 1937 году. Она действовала 40 лет, ну если убрать Великую Отечественную войну, 35 лет. Следующая конституция была уже принята в 1978 году. Она действовала в общей сложности не только в Казахской ССР, но и в независимом Казахстане первые 2 года, то есть до 1993 года. Срок ее действия 15 лет. Конституция 1993 года проработала всего 1,5 года, с декабря 1993 по, считайте, там, август, по-моему, 1995. Да. У нас в соцсетях ее очень любят хвалить, там, якобы за демократичность, да, но они ее не читали, это раз. А во-вторых, надо помнить, что она привела к масштабному политическому кризису. И, соответственно, она поработала меньше всех вообще на этом. Конституция 1995 года действует уже больше 30 лет. Это фактически второй по длительности срок для двух государств, для Казахской ССР и Республики Казахстан за 90 лет. Считайте, треть продолжительности этого срока. Так что вот смена ее – это нормальный уже жизненный процесс. Дело в том, что мы как общество меняемся, государство меняется, ну и мир вокруг вообще меняется. В последнее время политики, различные международные организации стали говорить, что международное право – это иллюзия и фикция, что работает право сильного и, как говорится, надо быть реалистами. Давно ушли в прошлое госкомитеты и телеграф, которые в действующей конституции упомянуты. Да. Цифровые права, которые в действующей конституции нет, да, они уже в принципе для молодежи гораздо более значимы, чем обычные права. Они для них более, так скажем, востребованы. Отмечу следующее, вот о чем говорил Виктор Александрович. Допустим, нам надо в этой конституции существенно разделять права человека и права гражданина, потому что по сравнению с 1995 годом у нас в стране гораздо больше и живет, и учится, и работает иностранцев, чем тогда. Понимаете, это уже сотни тысяч человек, и, соответственно, мы уже должны это учесть в праве. Гражданам уже недостаточно вообще просто каких-то там выживания, безопасности и так далее. Им нужны уже более, так скажем, по пирамиде Маслоу права, то есть это творчество, интеллектуальная собственность и так далее, самореализация. И политическая система у нас тоже меняется, то есть одни институты уходят, другие институты приходят.